За сутки в России выявлены 1154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество заболевших по всей стране составило 7497 человек. О том, какая сейчас обстановка в Ингушетии, расскажет заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Зара Гитагазова. На сегодняшнее утро, по информации оперативного штаба Российской Федерации, опубликованы данные о том, что у нас добавилось подтвержденных 6 случаев. Итого на территории нашей республики 7 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. По данным первичного скрининга, который проводится на базе лаборатории ФБУ Центра гигиены и эпидемиологии Республики Ингушетия, за сутки добавилось 6 положительных скринов первичных, которые мы также отправляем на подтверждение в референс-центр города Ставрополя. Таким образом, по итогу всего с начала наблюдения у нас 33 первичных скрининга на базе нашей лаборатории, из них 7 подтвержденных, 20 находятся сейчас на подтверждении частично в городе Москва в противочумном центре и частично в Ставропольском противочумном научно-исследовательском институте. И 6 проб сейчас мы готовим к транспортированию в Ставропольский противочумный институт. Под наблюдением за весь период у нас находилось более 760 человек. По состоянию на сегодняшний день остаются на наблюдении на дому 263 человека и в условиях стационара 12 человек. Состояние госпитализированных в основном легкая, средней степени тяжести. Один из тех, у кого первичный положительный скрин, но пока подтверждение не пришло, находится в тяжелом состоянии. Это мужчина 67 лет. Это, как мы уже раньше говорили, категория населения, которой уделяется особое внимание, люди старше 65 лет. По данным нашего мониторинга, на самоизоляции у нас находится в домашних условиях 6 таких человек в удовлетворительном состоянии и в условиях стационара 1 человек. Но в обязательном порядке ведется контроль. Просто то, что касается проведения самоизоляции, прописано у нас в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в основном те, которые приехали из-за границы. Но сейчас для нас мы, руководствуясь на тех данных, которые мы получили вот, по расследованию этого эпидемического процесса, тех случаев, которые у нас есть, сейчас подтвержденные идут, это в основном семейные случаи, и источник идет от тех людей, которые вернулись как раз из крупных городов нашей страны. На сегодняшний день мы можем говорить о реальной статистике, та, которая у нас есть. Вот по 3 семейным случаям, 3 семейных очага, как мы уже говорили, 33 на базе нашей лаборатории получено 33 положительных результата. Вот из этих 33 8 человек – это 1 семейный очаг, еще 8 человек – 2 семейный очаг, 6 человек по 3 семейному очагу. Ну, кроме того, еще по контактам, вот все практически контактные, у нас несколько человек, которые сами активно обратились. Остальные – это все контакты по семье. То есть это уже дает представление о том, насколько быстро идет распространение. 1-2 дня контакта, и мы имеем 8 человек, у которых есть первичный положительный скрининг. С начала апреля практически у нас идет такой рост. То есть это идет начало эпидемического процесса. Это очень хорошо, что те, которые у нас подозрительны на это заболевание, те, у кого подтверждены диагнозы, практически все, они либо просто мы можем считать, что они инфицированные, либо легкая степень тяжести, потому что заболевание сопровождалось только подъемом температуры, может быть, каким-то легким кашлем. Это очень хорошая статистика на сегодняшний день. И хотелось бы, несмотря на рост эпидемического процесса, несмотря на то, что вот нарастает это количество, цифра инфицированных, подтвержденных случаев, чтобы и сохранилась такая статистика, чтобы у нас практически большая часть тех, которые у нас были инфицированы, чтобы они были или бессимптомные, или в легкой, как легкое течение это заболевание расценивали. Я думаю, что тот факт, что у нас нет тяжелых, сегодня я услышала такую фразу от молодого человека, почему нам не показывают трупы. Трупы показали в других странах. Есть очень много картинок из Италии, фотографий, где складируются гробы. Я думаю, что это не та картина, которую мы хотели бы видеть у себя на территории нашей республики. Вайда, Лордол, Цимор-Чамах. Если у нас действительно на нашей территории так легко протекает, то мы можем это только
поддерживать и считать, что пусть оно так и будет. Главное в этой эпидемической ситуации – это соблюдение мер индивидуальной безопасности. Это самый главный вопрос, это самая главная мера, которая препятствует распространению эпидемического процесса. На сегодняшний день, по оценкам Федеральной службы, по оценкам Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, сам эпидемический процесс по коронавирусной инфекции, он протекает, как было охарактеризовано, по оптимистическому сценарию. В каком плане оптимистический сценарий? В том плане, что, несмотря на достаточно высокую цифру на сегодняшний день, у нас очень маленький процент летальных исходов. То есть это свидетельствует о том, что в силу каких-то причин, но сейчас этот вопрос на изучении находится, там очень много гипотез, все-таки это новая коронавирусная инфекция, это масса материала, который нужно систематизировать, проанализировать, и я думаю, соответствующие выводы будут даны по окончании этого эпидемического процесса. Кроме того, изготавливаются сейчас вакцины, несколько видов вакцин. Они сейчас, мы говорим, как провакцины. Пока они не будут официально сертифицированы, они не будут выпущены в оборот, потому что любой иммунобиологический препарат, он должен быть прежде всего безопасен для населения. Только тогда, когда специалисты уверяются в его безопасности, только тогда он выпускается для широкого употребления. Поэтому все ученые работают, и Министерство здравоохранения, и Роспотребнадзора, и все, кто, в общем-то, причастен к этой проблеме. Методы профилактики, в том числе и специфической профилактики. Вся неспецифическая профилактика, по всей неспецифической профилактике у нас есть весь инструментарий, есть вся методическая поддержка. Мы знаем, что делать надо. И население уже знает, потому что практически каждый день об этом говорится, пишется во всех средствах массовой информации, листовки, буклеты, выступления. В общем, все, что доступно, все средства массовой информации нами задействованы.